мы с вами на прошлом уроке говорили о том, что будем проходить что? Предлоги. Так, я вам сейчас раздам ваши диктанты. A few moments later. Молодцы, но немного были такие сложности, да, в теме. Вот, например, мышихтын тамагы, еда кошки. По идее, должно было быть еда кошки. Кто-то написал, например, тамахтын мышыгы, это получилось кошка еды. Или, например, имараттын университете. Там здание университета получается университет здания. Таким образом некоторые путали, да, но на самом деле у нас родительный падеж ставится чаще на первое место, да, в первую очередь стоит, а потом уже все остальное. Теперь мы с вами поняли главное свои ошибки, пересмотрели свои ошибки. Вообще предлоги это такая тема, которая в принципе тоже требует выучить, например, да, предлоги в кыргызском языке же, помните, мы проходили, когда с вами обстоятельства места в, на, у. А еще есть отдельные предлоги, например, около, есть, например, вокруг, рядом, слева, справа, то есть в кыргызском языке тоже эти слова есть, да? Так вот, джанында это рядом, ичинде это внутри, вообще, кстати, ич это живот. Сыртында снаружи, үйдін сыртында, например, снаружи дома. Үстінде это над или на поверхности чего-то үстінде. Ортосында это посередине или между. Астында это под, алдында это перед, артында это за, тегерегінде это вокруг, сол жағында слева, оң жағында справа, арасында это среди, бойында это вдоль и маңдайында это напротив. Начнем, Анна. Otobüстің жанында, коровның сыртында, текченің үстінде. С переводом? Ряд... Ой, теперь вообще... Да.